Он там не включен. Дорогие зрители, добрый вечер. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли. И сегодня у нас одно из тех выступлений, на котором научные сотрудники нашего музея либо отвечают на какой-то достаточно важный, обширный вопрос, либо берут какую-то большую тему и рассказывают о ней. И сегодня наш старший научный сотрудник Татьяна Полянская, кандидат исторических наук, расскажет о том, как жили в ГУЛАГе женщины и дети. Татьяна, спасибо, мы вас слушаем. Спасибо, Федор. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы решили объединить эти, казалось бы, две разные темы, женщины и дети. Но дело в том, что если вести, например, в следующей лекции рассказ отдельно про детей, то вольно или невольно все равно мы будем затрагивать тему женщин, потому что детство в ГУЛАГе и наличие детей в ГУЛАГе, оно напрямую связано с женской судьбой. Были ли специальные лагеря для женщин и специальные лагеря для мужчин? И какие были нормы выработки, производственные нормы у женщин? И были ли они у них отдельно от мужчин? Также это касается и норм питания. То есть различались ли нормы питания у мужчин и женщин в ГУЛАГе или нет? И, конечно же, это затронуть вопрос о взаимоотношениях мужчин и женщин в ГУЛАГе. И этот уже вопрос неразрывно связан и с детством, с детьми в ГУЛАГе. Были ли дети в ГУЛАГе, как они содержались, каков их был статус и до какого возраста они могли там находиться. То есть основные такие проблемы, вопросы я постараюсь в своей лекции осветить. Но прежде всего я должна сказать, что когда историк, исследователь начинает работать над темой ГУЛАГа, над темой исправительно-трудовых лагерей, он прежде всего опирается, конечно же, на документы официального характера. Это и материалы, акты, приказы, исходящие из Кремля, из Москвы. Это и внутриведомственные документы, и документы непосредственного Главного управления лагерей. Также это акты, приказы, которые исходили от начальника каждого отдельного лагеря, и практически в них мы редко можем проследить судьбу женщин или детей. То есть как-то очень трудно будет нам исключительно по этим документам вычленить эту тему, рассказать о ней. Но тут нам, конечно же, на помощь приходят так называемые, как современные историки их называют, это эгоисточники или документы личного характера, то есть это воспоминания, мемуары, письма даже, которые сохранились и которые писали заключенные в лагерях на волю своим семьям, и те, которые они получали. И что касается, например, самих воспоминаний, то тут тоже интересный такой факт, потому что были воспоминания как женщин, у них был свой взгляд на лагерную повседневность, на лагерный мир, на их положение в этой структуре, но также и положение женщин в ГУЛАГе есть и в мужских воспоминаниях. И здесь я хочу обратить, может быть, сразу ваше внимание, это на воспоминания, произведения Вацлава Дворжецкого «Пути больших этапов». Также это Георгия Демидова, который не написал воспоминания как таковые, а написал серию рассказов, которые недавно совсем вышли в нашей издательской программе. Мы издаем многотомное собрание сочинений Георгия Демидова, и как раз третий том, он называется «Любовь за колючей проволокой», где, конечно же, он, рассказывая о взаимоотношениях, о любви в лагерях, касается и темы женщины. Ну и также хочу обратить ваше внимание на воспоминания Павла Овчаренко, «Горечь», которые также эти воспоминания, они
выбиваются из обычного такого ряда воспоминаний, которые писали в основном интеллигенция, которая прошла ГУЛАГ, лагеря и вот оставила свои впечатления о жизни в ГУЛАГе. А Павел Овчаренко был обычным краснофлотцем, самым обычным 19-летним молодым человеком, осужденным за антисоветскую агитацию. У него было 7, по-моему, классов образования, и у него был свой взгляд на лагерь. Ему было, сразу немножко просто уже увлеклась, расскажу, было скучно в бараке для контриков, как он говорил, и он научился играть в карты, научился их мастерить, и к женщинам у него тоже было там, в общем-то, такое своеобразное отношение, то есть какой-то совершенно другой взгляд, непривычный для нас. Но вы можете их прочитать и купить в нашем книжном магазине, и также скачать на сайте Павел Овчаренко «Горечь». Вот. И говоря о ГУЛАГе, тут надо еще, конечно же, сказать не только как то, что ГУЛАГ создавался, конечно же, как своеобразная такая производственная структура, где мужчины и женщины, это была прежде всего рабочая сила, которая должна была выполнять норму. Уже тут я про историю ГУЛАГа, о том, почему и как он появился, рассказывать не буду, но в результате, конечно же, сеть исправительно-трудовых лагерей накрыла, скажем так, нашу страну, начиная от Балтийского моря до Чукотки. И историками на сегодняшний день описано порядка 476 лагерных управлений, но это не значит, что было такое количество лагерей. Одни лагеря создавались, другие закрывались, создавались новые, но каждое лагерное управление, оно состояло из множества лагерных отделений, лагерных пунктов и командировок, которые вообще носили такой временный характер. Но для каждого заключенного он не говорил: я там нахожусь в отдельном лагерном пункте, там номер 2. Он говорил: я в лагере. То есть иногда называл лагерь по названию местности, где он находился. И скажем так, покрыв фактически всю территорию Советского Союза, лагерь создает особый мир, такое, знаете, пространство неволи. На сегодняшний день уже есть отдельные статьи, исследовательские книги, которые посвящены повседневности лагерной жизни, которые раскрывают как раз взаимоотношения заключенных и как раз акцентируют внимание на том, как жили заключенные в ГУЛАГе. Но получалось так, что в каждом лагере создавался свой своеобразный мир. И это можно представить просто потому, что лагерное население было чрезвычайно разнородно. То есть там были осужденные за контрреволюционные преступления. То есть по ним очень часто проходила та же интеллигенция. Это и крестьяне, колхозники и рабочие. Потом, конечно же, в лагерях обычные люди, совершившие, может быть, какое-то должностное или хозяйственное преступление, и оказавшись в лагере, они сталкивались с совершенно другим миром, это с криминальным миром. То есть, например, то, что мы с вами проехали в трамвае и не дай бог, встретили карманника, это не значит, что мы столкнулись с этим криминальным миром. Это совершенно другой мир со своими законами, моралью, даже со своим языком. И по сути, в бараках, лагерных бараках, рассчитанных порой на 100 человек, понимаете, это была своеобразная такая Вавилонская башня. То есть там в одном помещении жили люди из совершенно разных и социальных слоев, совершенно разного мировоззрения. И это, конечно, также накладывало свой отпечаток и на взаимоотношения внутри лагеря. И что касается положения женщины, то в лагерях вообще, несмотря на то, что уголовников-рецидивистов было на самом деле не так много, в среднем это 3-5%, но, тем не менее, они в страхе держали и лагерный барак, и весь лагерь. И, как правило,
было, ну, не рецидивисты, а бытовики, уголовники, которые еще с 20-х годов считались социально близкими элементами, близкими к народу, в отличие от врагов народа, осужденных за контрреволюционные преступления. Они могли занимать различные хозяйственные, небольшие такие лагерные должности, типа нарядчика, учетчика, бригадира, хлебореза и так далее. И путь к этим должностям у осужденных за контрреволюционные преступления был закрыт. И это позволяло фактически уголовникам, действовать вне, даже нельзя сказать вне закона, а давало им полную свободу действия в лагерях. Более того, как правило, у них были у всех довольно-таки большие сроки наказания. Это 10 лет вообще. Уже начиная с середины 30-х годов распространились десятилетние сроки наказания, в том числе за контрреволюционные преступления, а уже с октября 1937 года были и 25-летние сроки. И надо понимать, что человек, оказавшись в лагере, имея такой длительный срок, и особенно женщина, она понимала, что вот именно в лагере пройдет вся ее зрелая жизнь, когда она может создать семью. Если у нее уже была семья, она понимала, что вряд ли, что если даже она и выйдет на свободу, нужно будет восстанавливать эти отношения, и еще неизвестно, сможет ли она вернуться домой. И поэтому люди в лагере жили, там была действительно жизнь, то есть это было не просто место, где человек отбывает наказание, но как бы с этим чувством можно прожить там, может, кто-то год жил, но потом все равно жизнь берет свое, и особенно женщины, они мечтали и о любви, мечтали о какой-то заботе, и, конечно же, молодые женщины мечтали о ребенке. Таким образом в лагерях и появлялись дети. Говоря еще о лагерном населении, да, я говорила, что оно было чрезвычайно разнородным, и в том числе, если я буду приводить примеры из воспоминаний заключенных, то это в основном те, кто были осуждены за контрреволюционные преступления. Там тоже была очень сложная такая иерархия. Большинство это были осужденные за антисоветскую агитацию, это статья 58.10, так называемые болтуны, анекдотчики. Потом также были и за шпионаж, и за измену родине, который особенно вот этот процент, он усилился и в 40-е, увеличился в 40-е годы. И вот среди всей этой вот такой сложной иерархии, конечно же, и были женщины. Давайте я уже перейду к картинкам. Как, во-первых, вопрос такой: были ли специальные женские лагеря? Дело в том, что в каждом лагерном управлении, в каждом лагере было либо женская зона, либо женское отделение, либо если зона была общая для мужчин и женщин, то был отдельно женский барак, куда вообще по правилам мужчинам был запрещен вход. Но вот у нас в цифровом архиве нашего музея есть фотографии, это цифровые копии фотоальбомов, которые хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. И там вот есть как раз фотографии, которые иллюстрируют, если не жизнь женщин в лагере, то хотя бы такой вот показывают обстановку, мир, в которой они жили. Вот это перед вами Приволжский ТЛ, 43-й год, и женская зона. Вот стоит женщина.
Я могу кратко сказать, что Приволжский ТЛ, он просуществовал совсем недолго, с декабря 42 по 44 год, и цель этого лагеря была строительство рокадной железной дороги от Сталинграда до Саратова. Это был, скажем так, стратегически важный объект строительства, и в том числе там в этом лагере находились и женщины, их было не так много, где-то в среднем по статистике из 26 тысяч заключенных в 1943 году 3 тысячи составляли женщины. Вообще лагеря не очень, скажем так, начальники лагерей с охотой принимали женские этапы, потому что, опять же, лагерь это был прежде всего производственная структура, лагерь должен был выполнять план, а женщины, они физически, естественно, были слабее и не могли выполнить этот план. Гораздо больше женщин было в сельскохозяйственных лагерях. Так, вот это вот Приволжский ТЛ. И вот как раз этот лагерь, он строил рокадную железную дорогу, которая шла вдоль линии фронта. Это было очень важно, потому что как раз когда немцы наступали на Сталинград, из Сталинграда нужно было вывозить и людей, и оборудование с одной стороны, с другой стороны в Сталинград нужно было доставлять и боеприпасы, и эта дорога была построена вот вообще в рекордные сроки, менее чем за 2 года. Вот тут также это женский барак. Видно, что такие строения буквально временные, то есть это фактически землянки, такие вот укрепленные. И фотография сделана летом. Знаете, это фотографии подписано «женский барак», так что, видимо, скорее всего, зона была общая, и мужской, и женской, просто отдельно был женский барак. Вот здесь уже Воркутинский ТЛ, 45-й год, и тоже это женский барак. Воркутинский ТЛ – это один из самых крупных лагерей ГУЛАГа в то время. Рассказываю уже о лагерях, я должна тут сказать обязательно, что, как я уже говорила, специальных женских лагерей как таковых не было, но были несколько лагерей, где женщин было, скажем так, практически половина из всего лагерного населения. Это Темниковский исправительно-трудовой лагерь, который находился в Мордовии, и где вот во время войны из 16 тысяч заключенных порядка 7 тысяч были женщины. И также вообще история этого лагеря также она интересна. Дело в том, что он после смерти Сталина, Темниковский лагерь в Мордовии, он не был закрыт, он был реорганизован, стал ЖХ-385, и большая женская зона там была сохранена, и уже в 70-е, 80-е годы там отбывали наказание женщины-диссиденты, из них вот самая известная, наверное, это Ирина Ратушинская, которая написала очень интересные воспоминания «Серый цвет надежды». Серый – это потому что одежда вот как раз заключенных женщин в начале 80-х годов, как раз когда она там находилась, она была такого вот серого цвета, то есть им выдавали одежду. Эту книгу также вы можете и в нашем книжном магазине приобрести, или, я не знаю, скачать на сайте, возможно, и прочитать, очень интересно. А также был, конечно же, это Акмолинское отделение Карагандинского ТЛ, как еще его называли, Алжир, Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Как я уже говорила, заключенный не говорил, что я нахожусь там в таком-то лагерном отделении. Он говорил, я нахожусь в лагере. Но это лагерное отделение было настолько крупным, настолько большим, что его можно смело называть уже лагерем. Там в 1938 году, в 1939 находилось порядка 8 тысяч женщин. То есть это очень был крупным лагерем. И про него еще я отдельно, точнее про женщин и про большой террор, и почему вдруг оказался вот такое вот крупное лагерное отделение, которое еще и называлось лагерем жен изменников Родины, я расскажу чуть позже. Также, помимо исправительно-трудовых лагерей, вот Акмолинского лагеря жен изменников Родины, можно назвать еще лагерем, где было много женщин, это Томский лагерь, который также был создан для членов семей изменников Родины, которые появились в 1937-1938 году. В 1943 году в исправительно-трудовых лагерях появляются каторжные
каторжные отделения. Дело в том, что именно в этот момент был принят указ об уголовной ответственности за пособничество немецко-фашистским захватчикам. И вот как раз для, скажем так, лишения свободы в качестве меры наказания была введена уже существовавшая до 1917 года, после революции каторга была отменена, и вот она в 1943 году возвратилась. И каторжные отделения были открыты на Воркуте, в Воркутинском ИТЛ, в Норильском лагере и в Северо-Восточном ИТЛ, это на Колыме. Вообще, среди вот как раз пособников немецко-фашистским захватчикам, которые оказались в лагерях, не были расстреляны, а именно получили сроки наказания, а сроки наказания по этому указу были гигантские, от 15 до 20 лет. Было очень много женщин. Дело в том, что пособничеством и считалась работа на оккупированной территории, на захватчиков тоже. И среди этих женщин много было учительниц, которые продолжали работать в школе. Конечно же, вместо портрета Сталина в классе висел портрет Гитлера, но необходимость выживания, и если у женщины, конечно же, были дети, необходимость их кормить заставляла все-таки вот таким образом работать. Также это и в детских садах, и в больницах тоже, которые продолжали действовать на оккупированной территории. Вот там вот было много женщин, и они впоследствии были вот после освобождения этих территорий осуждены как изменники Родины, как пособники немецко-фашистским захватчикам. Вот почитать об этом я бы вам посоветовала воспоминания Елены Владимировны Марковой, записки воркутинской каторжанки Е-105. И также у нее еще есть «Жили-были в 20 веке». Это она уже там рассказывает про детей, которые рождались, как это ни странно, даже в каторжных отделениях. Вот. Сама Елена Владимировна, она после освобождения стала довольно-таки известным ученым, доктором наук, занималась кибернетикой, но когда ее арестовали, она была совсем молоденькой девушкой, ей не было и 20 лет, и она работала вначале медсестрой в госпитале, а после того, как город Красноармейск, это в Донецкой области, захватили немцы, она по заданию, как она, вот в ее воспоминаниях, партизанского отряда, зная немецкий язык, она была из интеллигентной семьи, она пошла работать в комендатуру для того, чтобы готовить вот эти вот аусвайсы для тех красноармейцев, которых удалось там спрятать, спасти вот из госпиталя, в котором она как раз работала перед оккупацией. Вот. И после того, как город был освобожден Красной армии, ее арестовали. У нас в экспозиции есть маленькая история, посвященная Елене Владимировне. Там есть письмо, которое писала ее мать командиру партизанского отряда, точнее, там не ее письмо, а ответ командира о том, что ему жаль, что такое произошло с Леной, но ничего он сделать не может. И вот она получила вот этот срок 15 лет в свои 19 лет и отправилась в Воркутинский ЭТЛ и работала в шахтах, добывала уголь. Каторжное отделение, чем оно отличалось от обычных лагерных отделений? Там был более строгий режим содержания, в бараке на ночь запирались, нельзя было выходить, на окнах висели решетки и, конечно же, направлялись только на тяжелый физический труд, то есть только тяжелый труд был для каторжан. Тут у нас, кстати, есть фотография. Это женский барак. Сейчас. Вот фотография каторжного отделения Воркутинского ИТЛ. Вот обратите внимание, на женщине, шапочка и номер. Дело в том, что вот как раз в каторжных отделениях вводилась такая вот нумерация заключенных
Номера нашивались на шапку, на спину, на одежду, на штанину или на юбку. И человек терял свое имя, свою фамилию, и его исключительно называли, во всяком случае, лагерная администрация, по номеру. Как правило, первым шла буква, она обозначала 1000, то есть А – это первая 1000 человек, Б – вторая 1000, и дальше номер. То есть Е там 105, это 5000, 105 она была по этапу. Но тут я должна сказать, что впоследствии, когда начался реабилитационный процесс, оказалось, что только 15% из всех осужденных за пособничество немецко-фашистским захватчикам действительно оказывали им пособничество, а все остальные, порядка 85%, были реабилитированы, то есть могли добиться реабилитации. Так. И также, где еще могли находиться женщины, это в 1948 году появляются особые лагеря. То есть эти лагеря создаются специально для заключенных, осужденных по политическим мотивам, то есть за контрреволюционные преступления. Их было 12 лагерей, они все носили такие красивые поэтические названия. Дубравный лагерь. Дубравный, кстати, был создан на базе Темниковского лагеря в Мордовии. Потом это минеральный лагерь. В Воркуте был речной лагерь. И вот, кстати, Маркову потом перевели вот в речной лагерь, особый лагерь. И вообще эти особые лагеря, также у них режим был очень похож на режим в каторжных отделениях. Это только тяжелый физический труд и более строгий режим содержания и ограничения в переписке в связи с родными. То есть многие там, я знаю, что к нам, когда пишут, обращаются в музей, говорят о том, что переписки не было, невозможно было связаться, там, или говорят, вот это 10 лет без права переписки. На самом деле переписка практически всегда была, для заключенных сохранялась. Вот она ограничивалась в каторжных отделениях и в особых лагерях, и во время войны еще также на определенный срок она была запрещена. Так. Ну, говоря, конечно же, о лагерях, мы сталкиваемся и то, для чего, собственно, и создавались лагеря, для того, чтобы заключенные там работали и выполняли план. Вот вообще по документации, той, которая вот мне известна, которую я, и той исследовательской литературы, которую я изучала, нормы выработки не было раздельной для мужчин и женщин, то есть она была одинакова. То есть, тут вообще, в принципе, даже этот вопрос не оговаривался. Поэтому, как правило, вот в таких лагерях, где было сложное какое-то производство или они были связаны с тяжелым трудом, женщин не очень жаловали. Вот. И также норма снабжения, пайковая норма, тоже она не различалась ни у мужчин, ни у женщин. То есть сколько ты наработал, выполнил норму, столько ты и получаешь свою пайку. То есть тут никакой разницы не было. Конечно же, женщины, вот, например, если они оказывались в северо-восточном исправительном трудовом лагере на Колыме, их не отправляли ни на прииски, ни на добычу там вольфрама или олова, то есть вот на какие-то такие сложные рудники, только если исключительно был какой-то штрафной прииск, вот где могли находиться женщины, которые были замечены в нарушении режима, вот в качестве наказания и даже временно. Но вот на золотых приисках их, насколько мне известно, не было. Их, как правило, вот в таких крупных лагерях всегда были какие-то сельскохозяйственные отделения, где они работали. Но в то же время их и отправляли на лесозаготовки и на строительство тоже. И вот тут вот как раз фотография, это Нижнеамурского лагеря, это 1944 год, и видно вот женщина вот в типичной лагерной одежде, это телогрейка, платок, юбка, она вот на строительстве как раз здания.
Так, это вот фотографии Московской области, альбом так и называется, альбом ИТЛ, УИТЛК, то есть и лагерей, и колоний в годы войны, это в основном там 44-й год, Московской области, это вот женщина на производстве, тоже заключенная. Также это вот, конечно же, как я говорила, они были и на лесозаготовках, то есть это был для женщины, конечно же, тяжелый труд, более того, она должна была выполнить норму такую же, как у мужчины, чтобы получить стопроцентную пайку. И не... Потому что, как, ну, я, конечно, сейчас немножко отвлекусь от основной темы. То есть сколько заключенный вырабатывал, столько он и получал. Была такая нормировка, дифференцированная норма снабжением хлеба, то есть стопроцентная пайка, стопроцентная выработка – это стопроцентная пайка, как правило, где-то 800 грамм хлеба. В годы войны она была снижена до 600. Если там 75%, то эта норма уже снижалась. И так вплоть до того, что вот по графику последняя норма – это 250 грамм хлеба, если заключенный вырабатывал там меньше 30%. И таким образом слабый заключенный становился еще слабее. Более того, не вырабатывая норму, он попадал в штрафной изолятор с обязательным выводом на работу. И в этом вот штрафном изоляторе, где вообще условия были ужасные, он, как правило, не отапливался, он получал этот свой 200-граммовый кусочек хлеба и утром отправлялся на работу. И, конечно же, это было очень тяжело выдержать. И, как правило, 3 месяца вот таких общих тяжелых работ, и человек превращался в доходягу, фитиль, как еще называли. И единственным спасением это были легкие работы и желательно работы в помещении. Такой, простите. Так, ну вот это вот, можно сказать, вариант легких работ, то есть женщины работают, скажем так, не на наружных, как говорили, работах, а вот в прачечной. Это второе лагерное отделение Челябинметаллургстроя в 1945 году. Это вот также какой-то пошивочный цех, 45-й год. Вообще в годы войны очень много сохранилось лагерных альбомов, вот именно 42-го, 43-го, 44-го года. Дело в том, что ГУЛАГ и все заключенные, которые там работали, он также переводился на военные рельсы. И в пошивочных мастерских женщины, в общем, шили в том числе и обмундирование для солдат Красной Армии. Так, ну это уже мы потом поговорим про детей. И вот, значит, разговаривая о работах, о том, как важно было избежать тяжелых общих работ, вот тут вот, как бы, когда мы читаем особенно воспоминания, многие мужчины пишут о том, что женщинам было это сделать проще. Дело в том, что в лагерях женщина была таким же дефицитным, как говорили, товаром, как и еда, как и хорошая одежда. И многие женщины этим пользовались, и у них начинались отношения с мужчинами, которые обладали той или иной властью в лагере. Как правило, у кого был хлеб, у кого была какая-то возможность устроить женщину на легкую работу, достать ей дополнительное питание, одеть ее получше. Это, конечно же, было у уголовников, у блатных, как еще говорили, которые были нарядчиками, бригадирами, которые могли приписать норму. Очень тяжело приходило, многие женщины на это шли сознательно, но были женщины, которые и сопротивлялись, и красивой молодой женщине в лагере приходилось очень тяжело, невероятно тяжело, потому что, конечно же, их было там совсем немного, особенно это в отдаленных лагерях, типа вот как колымских лагерях. И если в лагере оказывалась такая молодая красивая женщина, то, конечно же, она сразу становилась добычей уголовников, которые ее, скажем так, обкладывали буквально со всех сторон, не давали ей продохнуть. Она попадала на самые тяжелые работы, она получала телогрейку там 3-го срока,
И, в общем, когда, как они говорили, становилась тонкой, звонкой, прозрачной, она уже была согласна на все для того, чтобы выжить. Вообще вот об этом, конечно же, нет ни в каких официальных документах вот таких историй о том, как это все регулировалось в ГУЛАГе, в лагерях. Но есть воспоминания, и некоторые воспоминания довольно-таки откровенные. Ну, во-первых, это, если вы уже читали, это воспоминания Хавы Волович, которые, да, ее сравнивают с Варламом Шаламовым по своей остроте, по своей вот такой четкости и такой афористичности высказываний. Также очень интересно, я советовала бы вам, их можно прочитать, но это надо искать в интернете, но можно найти и на сайте нашего музея в проекте или на сайте проекта «Мой ГУЛАГ». Это воспоминания Нинель Маниковской. Вот Нинель Маниковской было 16 лет, когда она оказалась в ГУЛАГе. Она была арестована вместе со своей мамой, они жили в Тверской области, которая была временно оккупирована немцами. Ее с мамой арестовали и также обвинили в измене родине, даже не просто в пособничестве, а в измене родине. Мама ее была учительницей, у немцев работала во время оккупации в комендатуре, и ее расстреляли. Нинель в связи с ее несовершеннолетием, 16 лет ей было, ее приговорили к 10 годам и отправили в исправительно-трудовой лагерь. Потом она оказалась в особом лагере в Степном в Казахстане. И вот Нинель, она, вы знаете, вот ее воспоминания, она сумела вот пройти по этой тонкой линии, не опуститься до каких-то там вульгарных высказываний, но в то же время очень откровенно обо всем рассказать, что с ней происходило. И вот она описывает то, что когда ее переводили из одного лагерного отделения в другой под конвоем, с ней еще шли несколько мужчин, они были уголовниками, которые ей прямо так сказали, что тебе нужно выбрать одного из нас, потому что туда, куда нас ведут, там в основном одни мужчины, и, в общем, тебе там придется нелегко. И она выбрала, потому что вот он один ее мог защитить от всех, чтобы не стать добычей всех мужчин в этом лагере. Вот об этом она вот так вот довольно-таки откровенно им рассказала. И вот в лагерях как раз и, в общем, в отношении женщин процветало и сексуальное насилие, и была и проституция. Конечно же, это тоже все было. Но в то же время все это вело к рождению детей, и рождаемость в ГУЛАГе всегда была высокой. То есть как с этим не боролась администрация, но, скажем так, бороться она с этим могла исключительно в рамках закона. То есть многие думают, что там, если женщина была беременна в лагере, то ей там делали насильно специальный аборт. Нет, аборты были запрещены в какие-то вот в определенные периоды. Конечно же, ничего этого не делала, если только женщина сама не пыталась каким-то образом избавиться от беременности. Но вот отношение к детям у женщин, находящихся в лагерях, было разным. Во-первых, прежде всего, высокая рождаемость была за счет уголовниц, которые нередко использовали беременность как способ не выходить на работу, быть на легких работах. Родив ребенка, они, как правило, о нем довольно-таки быстро забывали. И что касается осужденных за контрреволюционные преступления женщин, вот, которые были по политическим мотивам, то тут была причина, чтобы иметь какого-то близкого родного человека рядом, ребенка. У них были у большинства большие сроки наказания, они понимали, что молодость проходит, и
И, возможно, уже больше неизвестно вообще, выйдешь ты из лагеря или нет, а если выйдешь, то уже и здоровье, и возраст, может, не позволит стать матерью. И вот тут вот, я не знаю, если кто-то из вас не читал, очень интересное воспоминание Хавы Волович, которая вот как раз писала о том, что до безумия, до битья головой об стену хотелось любви, хотелось ласки и хотелось рядом близкого человека, ребенка. Хотелось невероятно родить ребенка, и, как она пишет, рук было для этого протянуто немало. Я выбрала одну, не самую, может быть, лучшую, и на свет появилась у нее дочка, которую она назвала Элеонорой. А сама Хава Волович была осуждена, вот, извините, там, по-моему, даже, по-моему, на 15 лет исправительно-трудовых лагерей во время Большого террора. Была она совсем молодой, когда попала в лагерь, ей было 20 лет. И вот, но судьба ее дочери сложилась печально, она умерла. Дело в том, что тут мы, да, переходим с вами к разговору о детских лагеря, о домах ребенка в исправительно-трудовых лагерях и о рождаемости. Вообще в 1940 году в ГУЛАГе действовало порядка 90 домов младенца. Это было довольно-таки большим числом. Практически в каждом лагерном управлении был дом младенца, а вот в каторжных отделениях, судя особенно по воспоминаниям Елены Марковой, где она потом, ей даже удалось устроиться работать типа няни или воспитательницы, так как у нее уже был опыт работы медсестрой, вообще был просто детский барак. Иногда это могло быть полбарака, то есть если женский барак, и как-то переграждали, и вот там в каком-то закутке находились дети. Вообще женщины, начиная вот уже в 1933 году, были внесены изменения в исправительно-трудовой кодекс. Она во время беременности была, по сути, защищена Кодексом законов о труде, то есть она переводилась на легкие работы перед рождением ребенка и после его рождения. Если она кормила ребенка, то создавались специальные такие вот бригады женские, как их мамочкины бригады, и таких женщин их водили вот в дома младенца для кормления детей. Но, как правило, это продолжалось крайне недолго. Дело в том, что лагерная администрация, в общем-то, этот вопрос не регулировался, и она особо на это внимание не обращала. И женщину, как обычно это происходило в лагерях, и женщин, и мужчин, их перебрасывали из одного лагерного отделения в другой. Могли перевозить из одного лагеря, в принципе, в другой лагерь. То есть у нас есть в нашем проекте «Мой ГУЛАГ» воспоминания так, что заключенные могли быть вообще там в 5 или в 6 в разных лагерях, там, например, из Коми могли перевести в Казахстан, вплоть до того же. Но это не значит, что твоего ребенка переводили из дома младенца одного лагеря в другой лагерь. То есть можно было потерять с ним связь навсегда. Вообще дети в лагерях находились до 4 лет. Это было вплоть до 1949 года, до 4-летнего возраста. Женщина во время ареста, если она была беременна или у нее был грудной ребенок, которого она кормила, она могла его взять с собой в тюрьму на время следствия, а потом, если ее приговаривали к лишению свободы, она могла с ребенком ехать в лагерь. Это вот то, что как в лагерях могли оказываться дети, то есть это мог быть ребенок, привезенный в лагерь матерью, например, ей не на кого ей было оставить, либо она не хотела, чтобы его отдавали в детский дом, то есть она могла отказаться, конечно же, брать его в лагерь, и его отправляли в детский дом. Вот, кстати, в нашей экспозиции в зале «Репрессированное детство» есть предметы Капиталины Ярышевой, которая буквально накануне ареста родила дочь, и она ее взяла вместе с собой в
в лагерь, в Темниковском она лагере находилась, и там есть вещички, которые женщины вместе с ней сидели в бараке, и они шили для ее дочери, которая находилась в доме младенца. Потом, когда ребенку, значит, исполнялось 4 года, вот, кстати, в некоторых лагерях это мог быть и более даже старший возраст. Вот сейчас давайте я вам покажу фотографию. Ну вот это послеродовая палата, это Обский ТЭЛ и строительство номер 501, это знаменитая стройка мертвой дороги. Это строительство одной из таких последних строек, которая после смерти Сталина была остановлена, Чум-Салихард и Гарка. И вот Обский ТЭЛ, он как раз строил один из участков этой транссибирской, как ее называли, полярной магистрали. И в строительстве также участвовали и женщины. И вот эта вот послеродовая палата, есть фотоальбомы, которые также посвящены этой теме. Есть даже отдельные фотоальбомы, там, например, Каргопольского дома младенца. Вот сейчас я вам тоже покажу фотографии. Это дом младенца Егринского ИТЛ. Это Егринский ИТЛ, который находился в Северодвинске, в Архангельской области. И вот, скажем так, положение детей в лагерях, оно было разным и зависело от множества разных факторов. Прежде всего, это человеческий фактор, то есть насколько за ребенком был хороший уход в доме младенцев, насколько был внимательный директор этого дома младенца. Как правило, начальником или директором дома младенца лагерного, назначались вольнонаемные. В некоторых, известно, домах младенцев даже были директорами, врачи, так называемые женщины-декабристки, которые приезжали в лагерь, зная, что ее муж находится в этом лагере. Они устраивались на работу как вольнонаемные. Такое было... если мне не изменяет память, по-моему, и в воспоминаниях писала Елена Маркова в Воркутинском лагере, и в Каргопольском ИТЛ. Но здесь видно, что меня, не знаю, меня ужасают эти конечно, чисто лагерные миски, этот дощатый стол и, маленькие дети, конечно же, которые хотя фотографии чаще всего были постановочные, то есть фотографии такие, где хотели показать с лучшей стороны, потому что, как правило, эти фотоальбомы служили отчетной документацией для начальника ГУЛАГа или наркома внутренних дел, потом министра внутренних дел. Это областной дом младенца при УТЛК Тульской области, 1951 год. Тут это такая, как написано, была горшечная комната. А это Каргопольский ТЭЛ, дом младенца, тоже 1945 год. Целый фотоальбом посвящен этому дому младенца. Я так подозреваю, что он был образцово-показательным, потому что, например, в отличие от той фотографии, где дети сидят за дощатым столом и едят из лагерных мисок, в этом фотоальбоме фотографии, где маленькие столики там на 4 деток, покрытые скатертью, рядом сидит нянечка и с ложки кормит. Конечно же, фотографии постановочные, но все равно, как смотришь, там есть и какие-то детские площадки. И, кстати, воспоминания об этом доме младенца вы тоже можете послушать в нашем проекте «Мой ГУЛАГ». Это воспоминания Валерия Стеркеса. Он тут есть, по-моему, он второй, он нам говорил, потому что он помнит, как приезжали к ним и фотографировали. И вообще он рассказывал, что, несмотря что это дом младенца, в этом доме младенца они были до 7-летнего возраста. То есть, когда уже было пора идти в школу, их вывезли уже в детские дома наркомпроса, где они пошли в школу. Значит, что могло произойти, опять же, с ребенком? В ГУЛАГе, как и, в принципе, в нашей стране, происходило все так же, просто более так это было четко, более явственно, и все нарушения, и все правила, и вроде как положено до 4 лет, но детей могли и до 7-летнего возраста держать, или же наоборот отправить в 2-летнем возрасте уже в дом ребенка, я имею в виду из лагеря при наркомпросе или Министерстве просвещения.
Вот, и разлучить с матерью. И вот как раз про этот... И вот в 49 году есть докладная записка на имя Берии, и где также указано о том, что в 49 году, вот как раз послевоенный период, когда женщин в лагерях было наибольшее число, то есть обычно женщины составляли это где-то 6-7% к общему числу заключенных в среднем. А в годы войны этот процент увеличился вплоть до 17%. Это было связано с тем, что было принято несколько законодательных актов, в соответствии с которым заключенных мужчин отправляли в штрафные подразделения, в штрафные роты. Конечно же, это не касалось уголовников-рецидивистов, то есть бандитов, осужденных за бандитизм, разбой, убийство, и не касалось осужденных за контрреволюционных преступлений. За счет этого и увеличился процент женщин в лагерях за счет вот оттока мужчин на фронт. И также в 1949 году необычайно начинает расти и рождаемость в ГУЛАГе. И, как, судя по статистике, там увеличилось на 138%. И беременных женщин, и женщин, имеющих малолетних детей, они составляли по статистике около 7% населения ГУЛАГа, что считалось очень много, потому что это требовало финансирования, содержание детей, содержание детского вот этого дома младенца при лагере. И поэтому в 1949 году издается указ, в соответствии с которым возраст детей, находящихся в домах младенцах при лагерях, сокращался до 2-летнего возраста. Значит, что могло быть с ребенком? За ним могли, в принципе, приехать родственники и забрать его, но это тоже было не так просто, это было сложно. Мы не забываем, что 40-е годы – это годы Великой Отечественной войны, то есть это была большая проблема. Потом и конец 40-х годов. Ну, были, конечно, случаи, когда за детьми приезжали, и их забирали, а так дети отправлялись в детские дома. И дальше тут уже был сложный вопрос, как сохранить матери, которая хочет сохранить связь со своим ребенком. И здесь нередко выступал опять все тот же человеческий фактор. Я была на выставке, посвященной письмам заключенных. Она проходила, правда, давно в мемориале. Вынуждена сказать, что вот он был внесен в список иноагентов, а затем ликвидирован. И там были представлены письма, которые писали воспитательницы матерям в лагерь, и они рассказывали о том, что их ребенок, что с ним все хорошо, как он учится, как его здоровье. Потом уже ребенок, научившись писать, он уже сам мог писать маме. То есть вот такие случаи есть. Также вот о воспоминаниях Марковой есть интересные истории, где, когда за малышом приехала мать заключенная, еще вполне здоровая молодая женщина, она забрала ребенка, и, в общем-то, понимая, что ее дочь осужденная там на 20 лет заключения, и неизвестно еще вернется или нет, и чтобы ребенок не страдал, она просто сказала, что она его мама, и растила девочку как мать. И вот когда из лагеря возвращается настоящая мама, и вот тут было, вообще это была трагедия. Маркова это описывает подробно о том, как ее маму назвали сестрой, что это твоя старшая сестра. Ну, в общем, это была очень тяжелая вся ситуация и большие муки у матери и у ребенка. Потом, когда она призналась все-таки, что она его мама, ну, в общем, это все было чрезвычайно сложно. Но это как бы касается, когда ребенок уже вырастал, но о том, как он содержался. Вот тут, конечно же, зависело от множества факторов, я имею в виду в лагере. Конечно же, это и от климата, и от, прежде всего,
И также, конечно же, от того, насколько мать хотела этого ребенка, и, конечно же, от человеческого фактора, это от начальника или директора дома младенца и обслуживающего персонала дома младенца. Как правило, в домах младенца это санитарками работали женщины-заключенные. Среди них было немного осужденных за контрреволюционные преступления. Это были обычно бытовички, уголовницы, конечно же, рецидивисток туда не брали, которые, как, опять же, мы можем судить только по воспоминаниям той же Хавы Волович или Марковой, или Евгении Гинзбург, кстати, «Крутой маршрут», где она подробно описывает о том, как она сама работала медсестрой в детском комбинате на Ильгене на Колыме, где также даже был не просто дом младенца, а целый деткомбинат большой, куда свозили детей со всей Колымы, со всего северо-восточного ИТЛ. И тут уже как повезет, понимаете, тут во многом от этого зависело. Если Маркова пишет о том, что в их каторжном отделении были румяные пухлые дети, потому что у них заведовала этим маленьким, небольшим, который потом разросся домом младенцем, женщина-декабристка, как она ее называет, вольнонаемная, которая доставала и свежие продукты, и стремилась о том, чтобы дети росли и развивались нормально, то, например, у Хавы Волович была печальная история, где это очень трудно рассказывать о том, как тяжело приходилось детям в доме младенца, где ее девочка буквально быстро... вначале она находилась просто с ней в отдельном бараке, пока ее кормила, и когда девочке исполнился год, ее отдали в дом младенца, а Хаву Волович отправили на лесозаготовки, то буквально через несколько месяцев ее дочка умерла, а когда ей удавалось приходить навещать ее, потому что это тоже на самом деле не регулировалось. Как только у женщины заканчивался этот ее после родовой отпуск, ее могли, и если она переставала уже кормить ребенка, то ее уже отправляли на любые работы, и связь с ребенком могла быть потеряна. Но Хаве Волович удалось, она работала тоже на лесозаготовках, и то, что она каждый день могла принести дрова в дом младенца, а это было не обязательным условием, что-то принести, чем-то подкупить санитарок или обслуживающий персонал, чтобы они разрешили свидание с дочкой. Она обнаружила, что на дочке есть синяки, что там были, конечно, жуткие правила. Детей держали в 12 градусов, в общем, в комнате было 12 градусов. Их в санитарных целях, чтобы, извините, не были описанными одеяла, не укрывали одеялами, а навешивали их сверху. На горшки сажали и привязывали к горшкам, чтобы они там сидели на них часами. То есть и ее девочка умерла, и смертность, она пишет, что в этом доме младенца была невероятно высокая. Вообще смертность действительно была высокой, и главным образом от дизентерии, это инфекционное заболевание, и диспепсии. Диспепсия – это нарушение желудочно-кишечного этого тракта. Конечно же, оно связано с питанием детей. Когда ребенка переставала мать кормить, тут уже он мог выживать на этом искусственном вскармливании, которое не всегда было, скажем так, качественным. И да, сейчас я вам могу показать. Это тут с ошибкой написано: среднегодовая численность и смертность детей в исправительно-трудовых лагерях и колониях с 47 по 57 год. Тут видна диаграмма о том, как росла численность детей. Тут уже в 57 году она снизилась. И смертность, она показана красным. И тут таблица более понятна, может быть, даже. Посмотрите, 47-й год, но мы не забываем, что 47-й год – это, в принципе, голодный год, не только в ГУЛАГе, а в целом по стране.
И здесь вот указано среднесписочное количество детей за год – это 15 188 в 1947 году. Количество умерших за год – 6223. То есть на каждую 1000 детей умирало 408, практически половина детей. Получается, это порядка 40%. Практически такая же ситуация и в 1948 году, но потом вот смертность детей, она стала немного убавляться. И это документ санитарного отдела ГУЛАГа, который как раз и заведовал домами младенцев в лагерях. Так. Ну вот тут вот уже я как раз к письмам перейду. Ну, да, вот что-то еще я забыла вам сказать про отношение к женщине в ГУЛАГе. Я как говорила, что оно было крайне... То есть эта женщина была, в принципе, это человеком самого... Ну, не человеком, существом уже даже, можно сказать, самого низшего сорта в ГУЛАГе. И вы знаете, когда я работала еще над выставкой, у нас была выставка «Язык несвободы» по словарю Городина. Леонид Городин – это заключенный, он был журналистом, еще в лагере начал собирать слова русских слова арготизмов, которые он слышал в лагере. А вообще в лагере там был буквально свой язык, на котором в основном разговаривали уголовники, но, понимаете, там же были не только, вот, скажем так, контрреволюционеры, интеллигенты и уголовники, были самые обычные простые люди, которые очень быстро это вот язык впитывали, и вообще многие слова, которые мы с вами произносим сейчас, они рождены в ГУЛАГе. Например, та же слово «тусовка». То есть в ГУЛАГе это чисто лагерное слово, означало драку, а сейчас это даже, в принципе, вполне литературное слово, которое там и светская тусовка и так далее. Так вот, я как-то специально смотрела синонимы к слову «женщина» в этом словаре. В словаре вообще 17 тысяч слов. И, знаете, самые более-менее, которые вот можно произнести, это лохудра, жаба и вот что-то типа такого. Как правило, это синонимы к женщинам-проституткам и легкого поведения. И их огромное количество, и нет ни одного в этом лагерном лексиконе синонима к слову «мать». То есть это слово вообще не употреблялось, как мне кажется. Было слово «мамка», обозначали так чисто вот женщин, которые родили ребенка, вот называли там и «мамкина бригада», и так женщин, которые вот имели детей. Так. Это я вот немножко отвлеклась. И да, вот с вами перейдем кто такие ЧСИР и члены семей изменников Родины, и вот специальные женские лагеря. Дело в том, что во время Большого террора, вообще, я не буду на нем останавливаться, что Большой террор – это серия акций, серия операций, которые целиком и полностью контролировались из Кремля и лично Сталиным, и среди этих, которые начались, в принципе, есть и точные даты начала этих операций и окончания 17 октября 1938 года. И вот одной из операций это было вышел приказ 15 августа 1937 года о репрессировании жен изменников Родины. Изменниками Родины в этом приказе подразумевались члены правотроцкистских организаций, осужденных военной коллегией Верховного суда или военными трибуналами по статье 58, это 1А-Б, то есть это измена Родины, и их жены подлежали аресту и заключению в исправительно-трудовые лагеря по приговору особого совещания. Этот приказ, он имеет несколько страниц, там все подробно расписано, и на 5 или 8 лет. И вот было изъято, 1938 год, сохранилась документация, потому что Ежов постоянно отчитывался перед Сталином об изъятии жен, об изъятии детей изменников Родины, потому что также в этом приказе подробно давалась и инструкция, как поступать с детьми. Вот, детей было изъято порядка 25 тысяч. И жен изменников Родины отправляли в Темниковский лагерь, где было создано специальное отделение для них, потому что
их положение отличалось от положения обычных женщин. Они были не на общелагерном режиме, им была запрещена переписка, они не имели права связываться с семьей вплоть до окончания этой операции. И в 1939 году, в принципе, их уже перевели на общелагерный режим, и они стали искать своих детей, связываться с ними. И также был организован специальный лагерь, который получил название Алжир, Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Его так назвали сами женщины. Официальное его название было Акмолинское отделение Карагандинского ИТЛ, который он находился в Казахстане. Недалеко от города Акмолинска. И сохранились письма. Есть письма и в наших фондах. Также, может быть, письмо на тряпочках вы тоже видели в зале «Репрессированное детство». Там как раз Белла Драгунская, когда ее отправляли в Акмолинск, ей удалось оторвать от своей нижней юбки кусок ткани и написать своим детям, куда ее отправляют, и выбросить это из эшелона, и обходчик подобрал и отправил. И эти письма, их на самом деле немало, они хранятся в архиве научно-исследовательского просветительского центра «Мемориал». Насколько я знаю, он не ликвидирован. Обратите внимание, здесь есть это письмо Игоря Метло в 1939 году, которое он пишет своей маме в лагерь. Она осуждена как жена изменника Родин. Тут штампик о том, что письмо проверено цензурой, и красным карандашом подчеркнуто то, что, видимо, цензор посчитал опасным, то, что очень жалко, что тебе позволяют писать только один раз. Видимо, все-таки это получается то, что мальчик каким-то образом узнал. То есть это такое режимное понятие, связано с какой-то секретом внутрилагерным. Так. А это письмо Нади Королёвой, но я тут только 2 письма вам показываю. Есть письма, где дети пытали, и рисунки мамам своим отправляли, и целые табели о том, как они учатся. Этим детям повезло, они пишут, что им удалось остаться с бабушкой. Что касается, конечно же, это не лагерное детство, дети из жен изменников Родины, но вообще по этому приказу их полагалось изъять и направить в детские дома. Но если были родственники, то они могли оформить, скажем так, опекунство над ними, но за этими родственниками устанавливалось агентурное наблюдение со стороны местных органов НКВД. И кроме того, эти бабушки, дедушки, они должны были быть поэтому в соответствии с этим приказом проверены на свои антисоветские настроения. И вы можете, очень интересные у нас есть воспоминания этих детей о том, как их забирали в детский дом. Это Нелли Точко и в проекте «Мой ГУЛАГ». И мне нравится еще Маргарита Андрющенко о том, как она рассказывает, как пришли. Она осталась с бабушкой, вначале арестовали папу, потом маму просто пришли и сказали, что ей нужно сходить, в управление на Лубянку, что там просто ее допросят и отпустят, и она как была в костюме, в туфлях на каблуках ушла и больше не вернулась. И буквально на следующий день Маргарита, ей было тогда 5 лет, рассказывает, что пришел мужчина, а бабушка была не прописана просто в квартире, и стал, в общем, ее забирать от бабушки. Бабушка подняла крик, выскочила на лестничную площадку, вышли соседи и уговорили сотрудника НКВД не забирать девочку. Когда он ушел, бабушка быстренько собрала вещи, и они ушли просто из дома, пошли к родственникам, и как-то у одних родственников жили, потом у других. В общем, боялись, что Маргариту заберут. Но в этом приказе отдельно еще рассматривался вопрос в отношении детей, которые достигли 15-летнего возраста. Их необходимо было проверить на их
скажем так, антисоветские, на их антисоветские, есть ли у них присутствуют антисоветские настроения, и как они относились к своим родителям, и знали ли они об их контрреволюционной деятельности, буквально так. И вот самый яркий пример, наверное, это Петр Якир, сын Иона Якира, командарма, которому как раз, когда расстреляли его отца, а потом арестовали мать, было 15 лет. Возможно, в отличие, например, от Светланы Тухачевской, там, дочки Убаревича и Гамарника, он что-то наговорил следователям, потому что девочек, вот этих командиров Красной Армии, командующих, отправили в детские дома, а его осудили особым совещанием на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Но дело в том, что дети, осужденные подростки, до 16 лет направлялись в трудовые колонии, а по достижении 16 лет решался вопрос. Либо могли даже освободить за примерное поведение или еще что-то, либо отправляли до окончания срока уже в исправительно-трудовой лагерь, в так называемую зону или барак отдельный для малолеток. И это тоже, скажем так, эта тема входит в наш разговор про женщин и дети в ГУЛАГе, потому что в лагерях были подростки, начиная, с 16, 18, до 18, 16-летнего возраста. И вообще о них можно почитать и у Солженицына, и у Эммануила Разгона. Отношение к ним было крайне негативным. Ни одна женщина в лагере никогда бы не зашла в барак малолеток одна, без сопровождения, потому что эти дети, которых, как вот говорил Разгон и Солженицын, у них отсутствовал какой-либо вот контрольный флажок в их поведении. Они могли делать все, что угодно. То есть они понимали, что уже больше того срока, который у них нет, они не получат, как правило, что они в лагерях тянулись к уголовникам, рецидивистам, к блатным, у которых была сила, у которых был хлеб, и фактически выполняли любые их поручения вот буквально за кусок хлеба. И вот как раз в фотоальбоме Егринского и ТЛ есть фотографии, так и называется «Зона малолеток», прямо на самом альбоме и написано. Кстати, слово «малолетка» также ведет свою историю из ГУЛАГа, именно там оно появилось. Вот это фотография. Вот это видно, что да, подросток, мальчик, работающий, также заключенный на производстве. И это вот Егринский ТЛ, тоже зона малолеток, это барак, точнее, для малолеток. Но тут можно обратить внимание, что и были такие, как уже, совсем видно, такие вот уже близкие к 18 лет, и тут мальчики, возможно, и достигшие уже 16-летнего возраста. Вообще, что касается уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних, то оно, начиная с 17 года, с революции претерпело вообще большие изменения. В 18 году были приняты ряд законодательных актов, которые носили такой гуманный характер. В соответствии с ними лишение свободы и тюремное заключение запрещалось лицам до 18 лет. То есть предполагалось, что подросткам, детям, юношам, совершившим преступление до 18 лет, должны были применяться такие медико-педагогические приемы, создавались даже реформатории, которые, правда, долго не просуществовали, потом трудовые дома. Правда, уже в 20-е годы те, кто содержался в трудовых домах, то есть пытались как-то через труд их перевоспитывать, различали детей. Была такая, это называется принцип революционной законности. Дети пролетарского, подростки пролетарского происхождения, совершившие преступления,
преступлений, они получали, скажем так, более мягкое наказание, чем подростки непролетарского происхождения, совершившие преступления. То есть к ним вот отношение было разное, и даже вот это вот сроки наказания. Но дело в том, что хоть даже и суд в середине 20-х годов вновь вводился для в начале, начиная с 14-летнего, 16-летнего возраста, потом с 14-летнего возраста, но все равно там, если, например, взрослого за аналогичное преступление там приговаривали, например, к 10 годам, то с 14 до 16 лет этот срок для несовершеннолетнего сокращался в 2 раза. Но все изменилось 7 апреля 1935 года. Это, ну, вообще детская преступность, несмотря на применяемые меры, она неуклонно росла. Вроде бы ее победили после гражданской войны, потому что, ну, беспризорность и детская преступность, они всегда идут рука об руку. Но, как вы знаете, в 30-м году, 29-м, когда началась коллективизация, этот год Великого Перелома, раскулачивание крестьян, высылка порядка 2 миллионов человек, это раскулаченных крестьян в отдаленные малозаселенные районы страны, высокая смертность среди них. И опять же, все это привело опять к росту беспризорности и, естественно, детской преступности. И вот уже здесь, ну, в принципе, уже в 20-е годы борьба с беспризорниками была отдана карательным органам в основном, то в 1935 году принимается закон, по которому уголовная ответственность начинается уже с 12-летнего возраста. И, по сути, вот по всем статьям Уголовного кодекса фактически, ну, конечно же, к высшей мере наказания. Понимаете, там как вот постановление, там буквально оно небольшое. А потом начинаются запросы от прокуроров, а что делать в таком случае, а что в таком. И потом уже эти вот разъяснения от прокурора СССР, как поступать в том или ином случае. Но вот что касается, например, за контрреволюционные преступления, то, как правило, с 14-15-летнего возраста могли осудить, и на 5 лет лагерей через особое совещание при НКВД, как, в принципе, и произошло с Петром Якиром. И также к высшей мере наказания только суд не мог приговорить, только Верховный суд мог рассмотреть вот такое дело и приговорить несовершеннолетнего к высшей мере наказания. Но, тем не менее, в лагерях и в трудовой колонии, которые стали создаваться просто с невероятной быстротой, и в лагеря стали поступать малолетки. И особенно их много было в годы войны. То есть был небывалый рост, когда в лагерях оказалось и большое количество женщин, в том числе с этим тоже связано, которые были осуждены по указу, принятом в декабре 1941 года, за самовольный уход с предприятий оборонной промышленности. Ну, казалось бы, да, что это вот... Тут даже была фотография, мальчик стоит за станком, понятно, что он работает, скорее всего, на оборонную промышленность. Мы все знаем, что дети на заводах и фабриках заменяли ушедших на фронт отцов, но вы представьте ситуацию, когда тот или иной завод или связанный с оборонным производством, эвакуировался куда-то далеко, например, из центра страны, за Урал. И эвакуировался он всегда вместе с рабочими. И если вот на этом заводе работал там 15-16-летний подросток, а его мама, например, она работала санитаркой там в госпитале или еще где-то, то есть его никто не спрашивал, он уезжал вместе с заводом. И такие дети, они не все могли выдержать жизнь, когда, ну, вот эту неустроенную жизнь, когда рядом нет мамы, там, бабушки, что некому тебя накормить, некому за тобой присмотреть, и они бежали домой. То есть они бежали домой, их за это ловили, и по этому указу
они получали там 5 лет лагерей, то есть это было вот такой вот 5, по-моему, даже 8 лет лагерей можно было получить. И об этом пишет даже и Евгений Гинзбург, когда во время войны на Колыму табунками, как она пишет, ходили девочки с косичками, еще форменных даже многие платьицах, их называли мамины дочки, то есть вот так вот их между собой называли заключенные, потому что у них у всех рассказ был один. Эвакуировали вместе с предприятием, было голодно, холодно, и я сбежала к маме. Ее вот тут вот как раз поймали и приговорили к 5 или там 8 годам лагерей. Вот. Так. И вообще вот по этому указу в годы войны я смотрела статистику, вот население ГУЛАГов фактически вот половина составляли вот осужденные по указу за самовольный уход с предприятий оборонной промышленности. Так, ну да, вот про малолеток я рассказала. Да, ну, еще, конечно, я не затронула такой вопрос, который, возможно, тоже у вас, может быть, появится, о нетрадиционных отношениях между мужчинами или женщинами в ГУЛАГе. Дело в том, что они были, они существовали. Об этом есть, конечно же, официальной какой-то документации нет, об этом есть в воспоминаниях, можно прочитать у той же Гинзбург, и гомосексуализм был. Единственное, что вот об этом как раз нет воспоминаний, потому что, видимо, они их не писали. Но одним из указов, принятых в начале 30-х годов, когда было принято несколько указов, вводящих уголовную ответственность за то или иное правонарушение, которое полностью, скажем так, противоречило Уголовному кодексу. Но самый знаменитый указ, вы его знаете, это 7 августа 1932 года «Хищение социалистической собственности», когда если просто за кражу по Уголовному кодексу это порядка 2 лет наказания, то за хищение, за кражу социалистической собственности, или, как еще говорили, указ о 3 колосках, предполагал максимум расстрел, минимум 10 лет лагерей без права на амнистию. Вот. И был также принят указ о спекуляции, о выработке недоброкачественной продукции. И одним из указов был также о мужеложстве в 1933 году. И когда был совершен такой рейд, особенно в отношении, знаете, такой творческой интеллигенции, и они также оказались в лагерях ГУЛАГа со сроками до 5 лет. Вообще в лагеря направляли те, кто получал более 3 лет лишения свободы. До 3 лет, как правило, это колония, а более 3 лет это уже исправительно-трудовой лагерь. Ну, взаимоотношения между женщинами, они тоже были в лагерях, и об этом пишут и, как я говорила, у Гинзбург я читала, у Валерия Фрида тоже есть женщины, которые носили мужскую одежду, коротко стриглись, у них были мужские имена, то есть это все присутствовало в лагере. Так. Вот. Ну, возможно, у вас будут какие-то вопросы. Да, я постаралась так рассказать. Ну. Рассказ на такую сложную тему. И если у кого-то есть вопросы, сейчас давайте. Да, конечно. При рождении детей с особенностями, что делали с ними? Ну, их такие же дома младенцев отправляли или в какие-то другие места, если они там с внешними, либо... Вот знаете, если вы имеете в виду с особенностями развития, я думаю, что, понимаете, этот вопрос отдельно, я не видела, чтобы он регламентировался, хотя можно, конечно, поизучать повнимательнее документацию санитарного отдела ГУЛАГа. Я так думаю, что они также содержались в домах младенцев. Понимаете, вот судя по воспоминаниям, дети с особенностями развития и неособенностями там как бы не сильно-то и различались. Никто детьми
по сути, не занимался. Там, понимаете, на 25 человек детей была одна или две нянечки, задача которой было главное их там накормить, посадить на горшки, подмыть, и вот это вот была и намыть полы еще в комнате. И, судя, вот, например, по воспоминаниям и Гинзбург, и Хавы Волович, редкие 4-летние дети умели говорить в этих домах младенца, потому что с ними никто не занимался. Человек и ребенок – это прежде всего социальное, скажем так, существо, и для его развития его нужно развивать. Если он не развивается, он будет вот на уровне, скажем так, минимальном своем. И вот, насколько я знаю, что нет, их вряд ли куда-то отправляли, хотя в лагерях, в лагерных управлениях всегда были такие инвалидные отделения, как их еще называли, лагеря для инвалидов, где человек, получивший какое-то серьезное увечье, не всех актировали, освобождали, отправляли в инвалидные лагеря, например, там, если потеря там руки или ноги, или вот что касается детей, то я не думаю, чтобы что-то специальное такое организовывалось. Но, возможно, их раньше все-таки из ГУЛАГа отправляли в специальные дома инвалидов или детские дома не ГУЛАГа, да, а вот наркомпроса, то есть гражданские. Ну, скорее всего, да, я думаю, что их долго в таких детских домах лагерных не держали. Спасибо. Скажите, пожалуйста, каково было отношение внутри лагеря к людям нетрадиционной ориентации? Сами заключенные как относились к людям, которые были в лагерях, с этой данной статьей? Имеете в виду вот замужеложцы, да, которые, да? Мужчин и женщин. Ну, дело в том, что тут мы тоже можем исключительно по воспоминаниям. Вот, кстати, женщин за это не судили, потому что указ, он касался, как ни странно, только мужчин. Вот, и я думаю, что здесь, понимаете, как бы во всех лагерях могло быть по-разному. Конечно же, политические заключенные глубоко презирали подобные отношения, хотя вот в некоторых воспоминаниях есть, что были примеры, когда и осужденные за контрреволюционные преступления также вступали в какие-то такие отношения, но чаще это диктовалось желанием выжить. Понимаете, в лагере, вот попадая человек в лагерь, он ставил перед собой главную цель – пережить это все, выжить. И каким способом? В принципе, вот любым. И многие, да, становились даже, хотя на воле они и были традиционные ориентации, но в лагерях могло все на свете произойти. Но со стороны, да, контрреволюционеров, интеллигенция была резко негативная. В основном это процветало среди уголовников. Но вот, например, известный художник Ёлкин, который оставил ряд графических рисунков о Дмитровском лагере. Как вот известно, он был осужден тоже по этому указу. Вот. Но ему, возможно, повезло, потому что люди, имеющие творческую профессию или полезную профессию для лагеря, они, как правило, не были на общих работах, они занимались или в культурно-воспитательной части, ну вот как раз как художники, или там работали в больницах, то есть это была немножко другая среда, и, возможно, скрывали, старались скрыть этот момент. Спасибо. Вопрос про питание женщин, находящихся в положении. Какая у них была пайка? Я так понимаю, тяжелые работы выполняться не могли. Была ли у них повышенное питание и до какого срока ходили на работы? Ну, да, тут все зависело от от Трудового кодекса, что касается работ, то, насколько я знаю, там это 70 дней до, 70 дней после родов, то есть это запрет на тяжелые работы. Во время беременности их, конечно же, там они с какого-то срока их переводили уже на легкие работы, то есть с лесоповала на какие-то там более не такие требующие в помещении также.
И что касается пайки, то я, знаете, вот не видела ни одного документа, который, как правило, понимаете, вот это вот положение о пайковом довольстве, оно также такое многостраничное. Если что-то менялось, например, там в 30-м году было издано оно, вот там вот подробно было расписано, в принципе, для всего ГУЛАГа, какая пайка за какую норму выработки, и притом в каких лагерях, связанных с каким производством. Но чтобы там где-то какая-то была графа, а вот в случае для женщины, которая беременна, что ей положена более повышенная пайка, нет. Такого я не видела ни в общей документации ГУЛАГа, ни в документации по отдельным лагерям о пайковом довольстве. То есть там, в принципе, не делилось на мужчин и женщин. А был какой-то медицинский отвод при сложном протекании беременности? То есть как-то в госпиталь попасть именно с беременностью? Вообще, конечно же, дело в том, что сложное протекание, но вы имеете в виду сохранение беременности, то есть это, да, то есть специальная помощь. Специальная, нет, такого вряд ли, то есть каких-то там отделений, где лежала бы женщина и сохраняла беременность, такого не было, то есть тут уже было, конечно же, на уровне, то есть удалось сохранить вот естественным образом. Никто ее, конечно же, не мог там. Если, вот понимаете как, тут как бы здоровье женщины, то есть если там, будем говорить откровенно, там начиналось, да, там кровотечение или что-то, то есть она приходила к врачу, конечно же, ее направляли в лагерную больницу, то есть если у нее там повышалась температура, если она себя плохо чувствовала, если она не могла встать, то есть если ей реально было плохо, то она могла прийти в фельдшерский пункт, или вот, это такие пункты были в каждом отделении, и там решался вопрос, направить ее в лагерную больницу или нет. Конечно же, если это угрожало ее жизни, то ее отправляли в лагерную больницу. Если начиналось там прерывание беременности, то есть, естественно, я имею в виду выкидыш, тоже, конечно же, ее отправляли в больницу. То есть тут смотрели не то, что вот беременная она или не беременная, а чисто на ее вот физическое состояние, на ее здоровье, да. Спасибо. Да, добрый вечер, спасибо большое за вашу лекцию. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Воркута – это же считается край угля, город угледобычи, и, получается, как раз развитие угольной промышленности в этом городе пришлось на начало 40-х и так далее. Подскажите, женщины Воркутлага наравне с мужчинами шли в забой в шахты добывать уголь? Отправлялись ли они в забой, в шахты? Да, отправлялись тоже. Это вот как раз каторжное отделение отправлялось в шахту, в забой. Осужденные за контрреволюционные преступления, они отправлялись в шахту и в забой. И вот тут очень, кстати, важно было вот как бы избежать вот этих вот... Это были общие работы, которые распространялись на женщин, особенно вот в каторжных отделениях. Даже Маркова работала в шахте, в угольной шахте. И вот у Кирсновской есть воспоминания, но она, правда, не была на Воркуте, была в Норильске, но тоже она там в шахте работала, да, их отправляли на эти работы. А вот, получается, у Марковой отражено это очень хорошо в литературе, да? Получается, у Марковой отражено хорошо вот про собой. Да, то есть, да, вот еще у кого можно почитать? Если... Ефросинью Кирсновскую почитайте. Вот у нее ее воспоминания, они есть изданы в таком... Она их написала, понимаете, в виде таких вот рисунков своеобразных, сколько там тетрадей, вот 18 тетрадей этих рисунков, вот они изданы, и также... Ее воспоминания изданы и отдельными книгами, они есть у нас в библиотеке, и есть, знаете, отдельный сайт Ефросинии Кирсновской. А вот, по-моему, Пивоваров с редакции. Да, вот Пивоваров, да, это спецрепортаж, он у нас его снимал, но вы можете вот просто в интернете забить Ефросиния Кирсновская, там будет большой сайт, посвященный ей, где вы можете и прочитать все вот эти вот ее тетради, посмотреть. Она тоже работала в шахте,
шахте, она работала и на стройке, вот, но она была вначале как спецпоселенцем, потом за побег ее приговорили к сроку наказания, уже отправили в лагерь, она была в лагерь, там вот, да, можно почитать. Потом, кто еще? Вот у Гинзбург есть немного, ее за нарушение там режима, ну, у нее нашли записку, и ее отправили, правда, временно тоже на известковую, как рудник, шахту, тоже на такие вот тяжелые работы, где вот на Колыме, как правило, не отправляли. Вообще, знаете, все еще зависело от конкретного лагеря. Если был лагерь, где было большое количество мужчин, то как бы не было нужды на эти тяжелые работы отправлять женщин, потому что лагерь, как вам сказать, начальник лагеря, особенно в 40-е годы, когда он совмещал должность начальника лагеря и начальника производственного вот этого комбината или самого производства, он был прежде всего заинтересован в выполнении плана, то есть производственного плана. И если, скажем так, была возможность вместо женщины отправить на выполнение плана мужчину, то он, конечно же, направлял. А вот что касается лагерей, где, ну, например, тот же Акмолинский лагерь, где вообще не было мужчин, то женщины, конечно, там участвовали и в строительстве, и там они, рубки камыша, которым они отапливали свои бараки, и в расчистке там от снега, то есть фактически многие, где в каких-то лагерях чаще выполняли работу мужчины, выполняли женщины. Ну, вот в таких вот, где их было мало, в принципе, вот мужчин. Да, спасибо большое. А вот пример Евросинии, которая бежала и не смогла сбежать. А есть еще примеры какие-то побегов именно женщин? И кому все-таки, ну, понятно, что физически, не про физическое, а скорее про... У меня просто прабабушка в лагере сидела, она мне говорила, с бабами сидеть страшно. Вот так она мне говорила. Вот мужская часть и женская, где действительно было страшнее в плане эмоциональном, в плане того, что стучали, не стучали, и вот такие вещи. Ну, что касается вот про побеги, вот, честно говорю, не знаю. Ну, известно там мужские знаменитые побеги. Это с озерком Альсагов, когда бежал там с группой своих товарищей. Вот, кроме Ефросинии, Кирсновской нет, потому что, ну, вообще она бежала тоже не из лагеря, она и бежала из спецпоселка. Вот, это было несколько проще. Притом, ну, тут надо понимать, что побег из лагеря... Господи, где же я читала, у Георгия Демидова есть рассказ, когда, знаете, бежал из лагеря, а потом же сам и в лагере вернулся, потому что лагеря находились настолько в отдаленных, малозаселенных районах страны, что побег уже, он был чреват тем, что ты погибнешь где-то в той же тайге от голода, если это зимой, там, от холода, не встретив ни человека, ни жилье, и побеги были, вот, в общем-то, иногда даже бессмысленны. Про вот женский побег не знаю, поэтому, ну, кроме Ефросинии Кирсновской, но женщины как? Они, ожидая иногда ареста, они пытались, ну, как-то чисто женскими приемами, способами избежать их. Ну, вот, например, интересная история, вот я уже говорила, нашей Капитолины Ярышевой, которая вот у нас представлена в нашей экспозиции. То есть там вообще такая история, ну, я вот кратко расскажу. У нее был муж, 2 детей. Мужа арестовывают по приговору военной коллегии Верховного суда как участника правотроцкистской организации. Его расстреливают. Но уже когда арестовали мужа, понимая, что могут прийти за ней, вы понимаете как? Ну вот когда об этом читаешь или рассказываешь, но если представить это на собственном каком-то примере в своей семье, то есть она договаривается с родным братом мужа,
заключает с ним брак, выходит за него замуж, буквально быстро разводится, выходит замуж за родного брата своего мужа и быстро рожает ребенка. Но в результате все равно, как жена изменника Родина, пусть даже бывшая жена, то есть они все равно подлежали аресту. Ее не успела она выписаться из роддома, как ее арестовали. Она с новорожденной дочкой, вот уже от второго мужа, поехала в лагерь. То есть, женщина вот такими способами чаще всего пыталась избежать. Что касается взаимоотношений женщин вот между собой, я думаю, что, наверное, ваша бабушка имела в виду барак, где вот как раз очень тесно было все, очень скучно. Да, вот действительно, может быть, мужчины, неважно, за какое там за контрреволюционное преступление он осужден или уголовник, но если уж там совсем какой-то рафинированный интеллигент, который за себя постоять не может, вот, им было, может быть, где-то проще между собой договориться, а вот женщинам, понимаете, когда в бараке действительно оказывалась там рецидивистка-уголовница, она могла одна в страхе держать весь барак и отбирать вещи. У нее мог быть там какие-то холодное оружие даже. Ей ничего не стоило там ударить, убить человека. То есть то, что было невозможно для обычного нормального человека, оказавшегося в лагере, вдруг быстро перенять на себя вот эту вот новую лагерную модель поведения, то есть вот эту вот защиту. И самое поразительное, что я вот когда читала и лагерные воспоминания, вообще не было какой-то солидарности. Не было солидарности женщин. Получалось так, что каждая из них вдруг оказывалась одна и, в принципе, надеяться могла только на себя. Каждая из них боялась стать жертвой какой-то там, пусть небольшой кучки уголовниц в этом бараке, которые их третировали. Они могли просто отобрать любую понравившуюся им вещь, которую им там удалось сохранить во время этапов, отобрать хлеб. И, в общем, в этом плане нужно было тут как-то быстренько перестроиться, забыть все тому, чему тебя учили родители, если ты из интеллигентной семьи, и начать, в общем-то, как-то выживать и бороться с ними. И вот вообще я хочу сказать, что какое-то сопротивление уголовникам в ГУЛАГе, и в том числе и со стороны женщин, и со стороны мужчин, стали оказывать во время войны и после войны. Во время войны, это когда в лагеря в том числе попадали и те, кто прошел войну, и их уже, знаете, там какой-то бандит с ножом, им был уже не страшен, если он там был на фронте и в рукопашной. Вот. И то же самое и где-то женщин. Вообще была развита более сильно солидарность. И вот борьба такая вот какая-то, противостояние к уголовникам, она вот началась как раз вот в конце 40-х годов. Но, честно говоря, это был период, когда в лагеря стали попадать и осужденные, скажем так, националисты, то есть это из Украины, из Прибалтики, они были невероятно сплочены между собой. У них, в отличие от, например, набора 1937-1938 года, где там, как я говорила, по 58 статье мог быть и интеллигент, а мог быть и колхозница за антисоветскую агитацию. То есть там вообще не было ничего общего между ними. То вот в конце 40-х годов те же прибалты, они были сплочены и по национальному своему признаку, и по единому взгляду на советизацию, то есть они были противниками советизации, установления советской власти. И вот они действительно, и мужчины, и женщины, давали отпор уголовникам и были какой-то вот такой единой командой. Вообще их даже держали, насколько я знаю, в отдельных бараках. И по этому признаку. Было какое-то возрастное ограничение? Просто я читала про лагерь Алжир, и там говорилось о том, что первых женщин привезли в 40-градусный мороз. И их заставили себе строить самим эти бараки. Их просто привезли, всех вывезли и сказали: пожалуйста, хотите жить, живите, стройте себе барак и живите.
И этим образом они попытались отсеять, как там было написано, я сейчас не вспомню, где я читал, отсеять самых пожилых из неработоспособных женщин. То есть они не могли себе что-то построить. И так вот, как это объяснить? Они просто замерзли. Да, естественный отбор. Они просто сделали... Просто мне было, мне интересно тем, что какое было возрастное ограничение. То есть, да, нахождение в лагере. То есть это, например, стал старым, тебя уже все, ты уже старенький, давай там. Да, вот что касается стариков в лагере, то дело в том, что, конечно же, они были, и как такового возрастного ограничения не было. То есть могли арестовать и отправить в лагерь 70-летнюю человека. Но дело в том, что вот особенности и лагерного мира, и лагерного труда заключалась в том, что все-таки стариков, понимаете, его бесполезно было записывать в бригаду лесорубов, да, и отправлять на эту работу, потому что сам бригадир был против него, потому что бригадир отвечал за свою бригаду, чтобы она выполнила норму. И поэтому, как правило, вот таких пожилых людей, уже не способных к тяжелому физическому труду, даже несмотря на то, что он был, например, осужден за контрреволюционные преступления, а вообще по положению об исправительно-трудовых лагерях осужденные по 58 статье направлялись только вот на тяжелый физический труд. Но, конечно же, одно дело спущенный из Москвы приказ, другое дело жизни и вот это вот выполнение этого плана. Поэтому, как правило, их направляли на какие-то легкие работы. Как вот старушки, они могли быть дневальными в бараке. Вот их задача была помыть, все ушли на работу, помыть полы в бараке, там растопить печь, то есть были вот такие активы. Потом, значит, в каждом лагере были какие-то мастерские, вязальные мастерские, то есть они могли там сидеть и вязать варежки на весь лагерь, рукавицы для работы. То есть их направляли вот на такие легкие работы. Совсем больных, уже старых, пожилых людей их могли актировать. Что такое? И инвалидов тоже. Вот те, кто даже, вот я знаю... И вообще об этом очень интересно. Вот я советую почитать, если сможете найти, Ангелину Рор «Холодные звезды ГУЛАГа». Она была врачом. По национальности она была немка, но арестована была по другой причине. В общем, во время Большого террора она сама уже была не молодой, пожилой, ей было больше 50, когда она попала в лагерь. Она тоже была в основном на легких работах, работала в прачечной, что-то там вязала. Но вот и еще, да, и, конечно, как врач, она в лагере в Тавдинском, там была лагерная больница большая, она там работала врачом, и у нее там вот очень интересно именно про с какими заболеваниями были в ГУЛАГе, в лагерях. То есть там были случаи, когда были и с ума сходили, то есть сумасшедшие, вот были, психическое расстройство было. Конечно, таких часто актировали. Что значит актировали? Это по состоянию здоровья освобождали из лагеря. И также освобождали из лагеря людей, которые были тяжело больны и вот-вот могли умереть. Вот таким образом лагерь, он как бы снижал статистику по смертности. У нас даже есть такие документы в цифровом архиве, когда человек, заключенный, был признан медицинской комиссией уже безнадежно больным, умирающим, его быстренько актируют, освобождают официально из лагеря, но он уже, понимаете, лежит, встать не может, поэтому из лагерной больницы он не делает ни шага, умирает в лагерной больнице фактически как... Но уже в статистику смертности заключенных он не попадает, он потому что умер уже как свободный человек. То есть, ну вот больных, инвалидов их актировали, освобождали. Спасибо большое. Еще вопрос. С юридической точки зрения, на кого записывали детей? Ну, то есть, если отец признавал, мог ли он признать ребенка, и разрешались ли посещения детей мужчинами? Да, вот что касается, да, тоже интересный вопрос. Дело в том, что, ну, конечно, там ребенка
что касается отцовства, то вот, например, есть Анатолий Жигулин, заключенный, который прошел Колыму, оставил воспоминания «Черные камни». У него была, ну, не просто там отношения женщины, действительно была любовь, а любовь в лагере тоже могла быть, и об этом тоже известно, что не просто отношения, а заключали даже браки, и уже освободившиеся люди жили вместе. Вот, у него была дочь, рожденная вот от заключенной, которую он любил. Но вот знаете, вот с этой как раз юридической точки зрения я не знаю, вот не могу ответить, потому что документов таких я не видела. Это, видимо, надо ну, где-то действительно посмотреть. Это интересный вопрос. Вот. По поводу отцовства, записывали отцов или нет. А навещать позволяли мужчине? Навещать мужчине? Нет, как правило, нет. Таких, ну, в принципе, навещать ребенка, понимаете, это также как-то не регламентировалось даже для женщины. Вот она его навещала, пока она его кормила. Вот, все, как только она переставала кормить ребенка, ее могли отправить куда угодно, и дальше только если ей каким-то образом удавалось пробраться в этот дом младенца, она могла на него сходить и посмотреть там, вот. Но и посещение отцов нет, не регламентировалось, потому что и не было. Понимаете, как получалась ситуация, что мы привыкли вот на лагере, особенно через воспоминания, смотреть глазами осужденных за контрреволюционные преступления, интеллигенции. Но о том, что в лагерях были уголовники, бытовики, там, воры там, и так далее, как бы даже само руководство дома младенца, оно считало опасным, в принципе, кого-то куда-то пускать, потому что, в свою очередь, те же нянечки или директор дома младенца, они отвечали за этих детей, за их здоровье и в каком-то случае безопасность. То есть, несмотря на высокую смертность и все это, они все равно как бы за это все отчитывались. И нередко даже материалом, почему иногда запрещали, потому что были случаи, когда матери-уголовницы просто реально хотели иногда избавиться даже от ребенка, чуть ли там не травили на прогулке. То есть об этом есть такие свидетельства, что старались ограничить вот это вот посещение родителями детей по всей возможности, а от отцов-то тем более. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, ну понятно, что детей держали там до года, до 2, потому что они зависели в это время от матери, она кормила их. А зачем дальше-то их держали детей? То есть имеете в виду, да, До 4 лет. до 4-летнего возраста. Но дело в том, что, я думаю, тут была сложность, во-первых, это с количеством, с одной стороны, детей, то есть детей до года, до 2 лет, их все-таки было больше, чем, например, до 4, и, мне кажется, было проблемы с их транспортировкой в дома наркомпроса или в детские дома, и, возможно, вот по этой причине, потому что их перевозить в тех же эшелонах или там теплушках, то есть перевозка детей, она требовала какой-то, во-первых, какого-то обслуживающего персонала, потому что когда дети совсем маленькие, с ними должны ехать там и нянечки, там, я не говорю, там воспитательницы должны были, нет, все-таки 4-летки это более уже подросшие дети, которых отправить было реально в детский дом проще, чисто физически и организационно. Спасибо. Вот. И если вопросов больше нет, давайте тогда поблагодарим Татьяну за ее выступление. Спасибо вам большое. Спасибо До большое. свидания.